В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. Подготовку к газификации сел и городов вдоль газопровода «Сила Сибири» начнут в республике. Подвиг якутян почтили забегом на лыжах. Продолжаются мероприятия, посвященные 80-й годовщине сражения на озере Ильмень. Якутску присвоено звание «Город трудовой доблести». Сейчас идет активная работа по разработке проекта мемориального комплекса. Продолжается отлов безнадзорных животных. Какие методы применяют в столице? Ежегодная олимпиада для обучающихся с нарушениями интеллекта прошла в Республиканской коррекционной школе. По итогам прошлого года Якутия занимает первое место по Дальнему Востоку и пятое место по России по количеству подключений газа к домовладениям в рамках программы социальной газификации. Удалось перевыполнить планы и подключить более 2800 домов к голубому топливу. Как отмечает генеральный директор компании «Саха-Транснефтегаз» Алексей Колодезников, одной из приоритетных задач в этом году станет газификация 4 муниципальных районов Южной и Западной Якутии, расположенных вдоль газопровода «Сила Сибири» – Алданского, Ленского, Алекминского и Нерюнгринского районов. Также в этом году планируется провести подключение более 1800 домовладений к газу и построить более 100 километров газовых сетей. Возможно, этот план будет перевыполнен, потому что по поручению главы республики дополнительно выделено 350 миллионов рублей на социальную газификацию, на строительство распределсетей, на решение вопросов дефицита газа. Более того, по решению главы республики в этом году мы приступим к газификации села Ильичо и Мегино-Кангаласского района. В планах их не было. Ну и в этом году впервые газ поступит в село Ибя Вилюйского улуса, а также в Харбала-1 Черепчинского улуса. То есть у нас появляются новые газифицированные населенные пункты. В Мернинском районе начались отчеты правительства республики перед населением. Сегодня зампред правительства Ольга Балабкина побывала в Арылахе, Алмазном и в городе Мирном. Одна из групп выехала в Тасюрях, а часть делегации работает в Айхале. Большая часть вопросов жителей поселка Алмазный касались темы здравоохранения, ЖКХ и программ переселения из аварийного жилья. И общая для всех поселений проблема – бродячие животные. Также в Алмазном стоит острый вопрос по терапевтическому стационару поселковой больницы. Отчет правительства в Мирнинском районе продолжится еще 2 дня. Вот очистные сооружения, вода. У нас вода очень плохая в поселке, ржавая, можно сказать. Сказали, что выделили деньги, 40 миллионов. Посмотрим, как это будет. Столовая, которая у нас разбомблена уже лет 5 стоит. Потом у нас проблемы с животными домашними, которые периодически кусают кого-нибудь, грызут собаки. В Новгородской области продолжаются мероприятия, посвященные 80-й годовщине сражения на озере Ильмень. Так, сегодня в деревне Устрика состоялся лыжный десант. В забеге по Ильменю приняли участие около 50 человек. Наш корреспондент Айсена Бурнашова готова рассказать, как участникам далась дистанция и сколько километров они прошли. Коллеги, приветствую! Всего в лыжном десанте было 3 возрастные группы. Дистанция составила 1,5 километра. Участникам пришлось идти по берегу озера Ильмень, так как по самому озеру пройти мешала талая вода. Поэтому на пути им встречались и камни, и даже местами трава. Но все участники справились с этим маршрутом. Среди участников лыжни местные жители, школьники. Самому возрастному, кстати, участнику 85 лет. Он был под номером 74. А самому юному участнику всего 5 лет. И на финише его встречали громкими аплодисментами. Молодец, молодец! Ура, молодец! 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 Малыш справился? Справился. Почему помощь за ним не отправили? Не знаю, посчитали, что сам дойдет. Так и случилось. Но он самый последний пришел. Да. Зато сам? Сам, да. Якутяне также приняли участие в этом лыжном забеге. Так, для Алексея Бурцева, главы Хаптагинского наслега Чурапчинского улуса, это был первый раз, когда он встал на лыжи, но с дистанцией он справился. Мы его также встретили здесь, на финишной прямой.
Как дистанция далась? Ну, тяжело было. Честно, да? Да, честно говоря. А еле доехал, но финишировал. За какое время справились? А мне не сказали, я третьим приехал, и все. Мне ничего не сказали насчет времени. Но самое главное не победа, да? Ну, главное участие. Чисто для меня это участие. Этот лыжный десант посвящен 80-й годовщине со дня сражения на озере Ильмень. 3 якутские бригады, около 700 человек, должны были дойти сюда, на эту точку с противоположного берега озера. Но враг настиг их прямо на льду. 2/3 солдат погибли. В честь мужества и самоотверженности якутских лыжников здесь с 2015 года и проводится лыжный десант. А в память о 3 якутских бригадах на берегу озера Ильмень высится гранитный обелиск в виде якутской урасы, ставший домом для тех, кто погиб на озере. Ученики 8 класса Саха политехнического лицея и их родители изготавливают окопные свечи. Тем самым они присоединились к акции «Свеча памяти». Блиндажными свечами можно обогреть палатку, согреть руки, высушить вещи и вскипятить воду в полевых условиях. Также по всей России проходит акция «Письмо солдату». С наступающим Днем защитника Отечества ребята сделали открытки со словами поддержки. Сегодня они передали посылки в спеццентр при управлении молодежной политики мэрии города. Пользуясь случаем, хотим призвать всех столичных школьников, жителей города принять активное участие в данной акции, как «Свеча Победы». Мы в дальнейшем изготавливали из них блиндажные или же окопные свечи для наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. Сбор проходит по адресу проспект Ленина, 15, 7-й этаж, проектный офис. Всем известно, что 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Наша съемочная группа решила рассказать о педагоге детской школы искусств города Ленска Евгении Сивцеве. Он – яркий пример педагога-наставника, неординарная личность и очень интересный человек, сочетающий в себе множество талантов, которые он сегодня с удовольствием передает своим ученикам. А учеников у Евгении сегодня много. 13 ребят, педагог, он же заместитель директора по воспитательной работе детской школы искусств, обучает якутскому фольклору. А в вечернее время репетирует со взрослым коллективом, народным ансамблем русской песни. Он является его руководителем. Евгения Валерьевича мы хорошо знаем уже давно. С ним наше творчество, кажется, больше раскрылось, когда он пришел к нам руководить. Он очень творческий, очень креативный. С ним здорово. Нам не дает спуску, не дает нам халтурить. Надеюсь, наше творчество увидели зрители. То, что он нам преподает, как он нам преподает. Это здорово, классно. Теперь обо всем по порядку. Евгений Сивцев занимается этнической культурой, поет песни народов Якутии, в совершенстве владеет хамусом. Этот инструмент, он всегда для меня был, скажем, таким каким-то притягательным. Я до сих пор до конца его еще не распознал. Я учусь каждый раз чему-то новому, узнаю что-то новое всегда. Но гордость моя в том, что наш якутский хамус среди всех варганов, которые существуют во всем мире, инструмент, поэтому, если вот так для скажем, для кроссворда, да, более 5000 лет. Наш якутский варган, хамус, является самым лучшим. Почему? Потому что он единственный во всем мире может петь. То есть недаром его называют по-якутски этиген, то есть поющий хамус, да. Поэтому это для меня это очень важно, то есть для меня это очень ценно. И если это мое предназначение, то есть нести дальше вот то, что нам передали наши предки, то это, наверное, можно сказать, моя миссия здесь. С гастролями Евгений объехал достаточно много городов и стран, и везде его выступления производили настоящий фурор. Игра хамусиста действительно впечатляет. Впечатляет и голос молодого человека, его манера исполнения произведений. Без выступления Евгения не обходится ни одно районное мероприятие.
Недаром говорят, талантливый человек талантлив во всем. Евгений Валерьевич поет, танцует, играет на хомусе и все свои навыки молодой педагог передает еще более младшему поколению. Ребята с удовольствием учатся игре на хомусе, несмотря на то, что освоить инструмент – занятие не из простых. На уроках якутского фольклора ученики изучают не только игру на инструменте, но и обычаи и традиции народов Севера. Помимо того, что они изучают специальный предмет, это пение и игра на инструменте, у них в обязательном порядке идет такой предмет, как национальное художественное творчество, народное художественное творчество, которое объединяет в себе все. Обычаи, традиции, мы все изучаем досконально, шитье, декоративно-прикладное творчество, да, и так далее. Вот все это, они благодаря этому предмету могут окунуться и ознакомиться более детально. Ученики Евгения уже могут похвастаться первыми достижениями. В прошлом году ребята привезли награды высших уровней из конкурса «Москва верит талантам» и конкурса «Слияние культур» в Казани. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгринском районе не может разрешиться вопрос с ценами на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Минстрой республики устанавливает цены, согласно которым аукционы, проводимые Нерюнгринской администрацией, не могут состояться ввиду неконкурентоспособности стоимости квадратного метра. Продолжение темы в нашем материале. Министерство строительства на приобретение жилья в 2022 году выделило 80 миллионов рублей, установив в первом полугодии стоимость квадратного метра около 74 тысяч рублей. Эта цена не соответствовала средней рыночной стоимости жилья в Нерюнгри и не позволила приобрести необходимое количество жилья по заявленной цене. Как итог, было куплено 8 квартир и вручено 4 жилищных сертификата из 39 возможных. Но вместе с тем у нас появилась возможность сегодня в рамках активной застройки квартала Р начать работу по приобретению квартир на первичном рынке, то есть новых квартир. И для этого будут заключены специальные соглашения с застройщиками квартала Р, и где у них в проектах будет предусмотрено, как положено по законодательству, 25% на каждый дом будет отводиться для детей-сирот. И вот у застройщиков квартала Р мы будем выкупать на первичном рынке эти квартиры. Острый вопрос был озвучен прокурором Нерюнгри Виктором Умеренко во время февральского отчета правительства в районе. Кирилл Лучков заверил, что о ситуации в районе им известно, вопрос внесли в протокол. Как вариант, предложили пересмотреть условия для предоставления жилищного сертификата, к примеру, продлить возрастные ограничения. Известно, что ранее благодаря прокурорской реакции вопрос был решен положительно. При участии прокуратуры республики мерами прокурорского реагирования с октября 2022 года стоимость квадратного метра жилых помещений Министерством строительства республики была увеличена до 93 тысяч рублей, благодаря чему было приобретено 5 квартир для лиц указанной категории. Если же в 2022 году на приобретение жилых помещений было выделено 80 миллионов рублей, в этом году эти показатели оказались гораздо скромнее и составили 15 миллионов. В настоящее время в жилье нуждаются 79 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как обеспечить жильем всех нуждающихся, вопрос остается открытым. Гульшат Лаврентьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Парке Победы Якутска установят мемориальный комплекс города трудовой доблести. Напомним, это почетное звание было присвоено столице республики в ноябре прошлого года. Ходатайство направил глава Якутии Айсан Николаев в 2020 году. О том, как подавалась заявка и когда планируют установить стеллу, расскажет Светлана Амосова. Указ о присвоении почетного звания Якутску был подписан президентом страны 15 ноября 2022 года. Но предварительная работа по поиску архивных документов, консультациями с историками и краеведами, сбором воспоминаний началась намного раньше. Для присвоения официального звания «Трудовой подвиг военного времени» требовалось документальное подтверждение. Мы должны были собрать документы о том, что здесь во время войны какое-то воинское подразделение получило государственную награду. Вот как раз это у нас был Алсиб, здесь штаб в Якутске был. Второе, нам надо было найти документы о том, что во время войны гражданские люди, работающие здесь на предприятиях, тоже получали государственные награды за свой труд. После тщательных поисков было найдено несколько сотен подтверждающих документов. Также в завершении собрали 15 тысяч подписей от горожан, которые хотели бы, чтобы Якутску было присвоено звание «Город трудовой доблести». На сбор материалов потребовалось полгода. И в 2020 году глава Якутии Айсан Николаев отправил ходатайство в адрес президента России, председателя Российского оргкомитета «Победа». И спустя 2 года было присуждено долгожданное звание. Это высочайшая оценка
работы и вклада нашей столицы, да и всей Якутии в дело нашей великой победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Айсен Николаев поручил правительству республики организовать работу по установке стеллы. Для этого был приглашен московский архитектор и скульптор Денис Тритович, который специализируется на разработке проектов стел. Победа. У нас уже есть установленная стела как раз-таки в этой тематике. И он подтвердил, что эта стела соответствует всем требованиям закона. И нам посоветовал, чтобы мы его усилили мемориальным комплексом. Сейчас идет активная работа по разработке проекта мемориального комплекса. Он будет состоять из существующей стелы и парадной арки Парка Победы. На следующей неделе, 23 февраля, состоится презентация для горожан. А само строительство планируется начать летом текущего года. Открытие будет в День города. Светлана Амосова, Джулус Иннокентьев, Илья Сыромятников, Якутск. Активисты студенческих самоуправлений встретились с председателем правительства республики Андреем Тарасенко. На встрече обсудили итоги республиканского форума лидеров студенческих инициатив, работу за прошлый год и планы на 2023. Кроме этого, рассмотрели вопрос организации молодежного фестиваля «Муссустар». Каждый участник встречи задал свой интересующий и актуальный вопрос председателю правительства. Как отметил Андрей Тарасенко, лидеры студенческого самоуправления несут определенную ответственность, которая проявляется в исполнении гражданского долга и решении социальных задач. Приехали из Верхневилюйского ВЛУСа, Намского ВЛУСа, с Нижнего Бестяха. Сегодня мы затрагиваем самые актуальные проблемные темы, которые являются для студенческой молодежи. Мы выявили по 5 трекам самые такие актуальные вопросы, и они проработаны. Вчера мы приняли резолюцию, и сегодня мы должны поднять на уровне нашего правительства данные вопросы. В Якутске продолжается отлов безнадзорных животных. Мероприятие проходит во всех городских округах. Вместе с бригадой по отлову выехала и наша съемочная группа. Петр Васильев продолжит тему. Ловушки для собак – это своего рода ноу-хау для управы строительного округа Якутска при ловле безнадзорных животных. Ловушки, а по сути свои клетки, расставляют в заброшенных гаражах, под домами и в других укромных местах, где предпочитают прятаться четвероногие друзья человека. Работает ловушка максимально просто. В открытую дверь проникает животное, приманенное кормом, а дежурящие рядом сотрудники по отлову просто-напросто захлапывают за животным клетку. Причем способ этот не только гуманный, так как животное не получает практически никаких травм, но еще и гораздо более эффективный, в отличие от тех же дротиков со снотворным, которые попросту замерзают в нашем суровом климате и не оказывают на животного должного эффекта. В целом, по словам сотрудников управы, заявок на отлов пока немного, опять же, ввиду сильных холодов. Заявки поступают ежедневно. На отлов мы уделяем особое внимание. Да? За 2022 год у нас было отловлено 187 собак, это подрядная организация, и плюс к этому у нас еще привлекаются к работе муниципальные дворники. По состоянию на 16 февраля у нас отловлено 38 собак, да? И в том числе там получается отловленные силами муниципальных дворников тоже. Однако, несмотря на это, сотрудники управы уже начали работу по подготовке к весеннему сезону, который традиционно характеризуется большим числом хвостатых на улицах. В целом процедура стандартная. Всех животных, и бесхозных, и находящихся на самовыгуле, после отлова отправляют в городской пункт передержки животных. Так, только за прошлую неделю в Якутске поймали 95 собак. Всего с начала 2023 года отловлено и помещено в пункт передержки 411 безнадзорных животных. При этом с начала года 26 владельцев собак оштрафовали за самовыгул питомцев на общую сумму в 24,5 тысячи рублей. Ну а специалисты в очередной раз отмечают, что в большинстве случаев большое число безнадзорных животных на улицах – это в первую очередь вина тех, кто этих собак когда-то приручил и отпустил на свободу. Петр Васильев, Илья Сыромятников, Якутск.
В республике с 14 по 16 февраля проходил Всероссийский научный форум Digital Edu «Цифровые компетенции в образовании» с международным участием. Главной целью мероприятия заключалась в обеспечении развития и укреплении сотрудничества в сфере науки, цифровых технологий и инноваций. Также в рамках форума участники могли обменяться мнениями с педагогами, профессорско-преподавательским составом СВФУ, общественными организациями о практической деятельности по формированию цифровых компетенций в условиях трансформации образования. Министр инноваций республики Анатолий Семенов отметил, что проведение такого форума станет большим толчком в цифровизации образования в Якутии. Время коллабораций. Нужно быстро создавать продукты в коллаборации с разными образовательными, скажем так, заведениями, да, то есть гуманитарии с технологическими, или как мы в этом году, как вы знаете, глава республики поручил открыть школу Сбер-21. Да, это школа для взрослых 18+, до 50-60 лет могут обучаться. Вот такие коллаборации нам надо делать. В целом сейчас время такое, что обучаться даже не только школьники и студенты, но и взрослое население. Ежегодная олимпиада для обучающихся с нарушением интеллекта прошла в республиканской коррекционной школе. В мероприятии приняли участие ученики со 2 по 11 классы по 3 предметам – математике, русскому языку и социально-бытовой ориентировке. Подробнее в материале Галины Чекуровой. Республиканская коррекционная школа работает с детьми с нарушением слуха. Тут они имеют возможность учиться по специальной программе со специализированными учителями. На протяжении 5 лет образовательное учреждение проводит олимпиаду для детей со всей республики с интеллектуальными нарушениями. У нас в обществе очень много детей, которые нуждаются в специальной помощи. И вот эту задачу наша школа взяла на себя ответственность, и мы начали 5 лет тому назад проводить олимпиаду для таких детей, и называется он уже 5-й год «Марафон знаний». Это для них становится особым мотиватором, мотивацией к учебе, к успешности и почувствовать себя равными среди равных. Также для детей во время подведения результатов провели различные мастер-классы. Участники смогли попробовать себя в рисовании, бисероплетении, макраме, а также испытали ловкость в национальных играх «Хабылык» и «Хамыска». Одним из самых необычных мастер-классов стало рисование при помощи кофе. Провела детям нетрадиционный рисунок рисования кофе, чтобы развить их фантазию, поднять интерес. Эффекта мы использовали соль, крупный соль, рисунок, рисование по сырому акварелью, похоже так, да. Стоит отметить, что в рамках мероприятия была проведена научно-практическая конференция «Наставничество. Лестница успеха», посвященная Году наставника в России. Всего на мероприятии приняли участие 20 педагогов из республики и других регионов страны. Можно отметить очень интересные доклады. Например, некоторые учителя представили свой опыт работы с родителями, свой опыт работы с молодыми педагогами и учащимися. По итогам олимпиады 1 место заняла республиканская коррекционная школа-интернат, 2 Амгинская специальная коррекционная школа, 3 лидеров замкнула адаптивная школа-интернат номер 28. Отметим, что в этом году данное событие имеет межрегиональный статус. Так, на мероприятии приняли участие более 20 районов республики и 4 региона страны. Галина Чекурова, Артем Алексеев, Якутск. Сезон катания на коньках начался в Якутске. Первый каток открылся на озере Сайсары возле Триумфа. С 17 февраля горожане смогут покататься на коньках в ледовом парке «Северное сияние» в 202-м микрорайоне. 18 февраля планируется открытие катка на Талом озере. А 15 марта площадки откроют в Гагаринском округе, в Строительном округе, на Окружном шоссе и в Сайсарском округе. В пригородах Якутска сезон катания на коньках начнется с 3 марта. У меня на этом вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.